Здравствуйте! Добрый день, дорогие учителя, наши старшеклассники. Нам сегодня очень сильно повезло. Столько знаменитых людей, столько людей в форме. Вы можете сами прикоснуться к их медалям, орденам. Столько военных в нашей школе, нашей истории школы не было. Потому что очень знаменательные события. Про события они расскажут нам с вами. Внимательно, пожалуйста, слушайте. Вчера мы с вами провели большие мероприятия, посвященные окончанию Великой Отечественной войны. Когда закончилась война? Великая Отечественная. Третья? Не бойтесь, не бойтесь, они вам оценки не ставят. 3 сентября, правильно? Вторая мировая война. А для нас она была освободительной. И вот сегодня у нас колоссальные события. Я не буду вам заранее забегать, рассказывать, и они сами все вам расскажут. 9 класс мы уже немножко прикоснулись к этой истории. Мы уже затронули окончание Второй мировой войны, 3 сентября уже сейчас сказали. Ну, сегодня наше мероприятие, где были некоторые ученики вашей школы, тоже учителя, связано с Второй мировой войной. Вот, из деревни Большевикшихи мой дядя Павел Василий Павлович пропал без вести через 80 лет. Благодаря нашей организации Лаврентия Василия Михайловича мы нашли, где он захоронен, в Эстонии, освободив Ленинград. Сейчас Василий Михайлович сам расскажет. В общем, очень трогательное для нас, для наших родственников, думаю, и всех присутствующих было такое событие, которое вот действительно очень сильно трогает наше сердце, что мы и рады, что нашли. Хотим, чтобы такого больше не повторялось, чтобы мирное небо было над нашей головой. И поэтому наши ветераны, доблестные наши ветераны, они сегодня расскажут нам, как мы победили, что сейчас происходит. Вот среди наших военных есть Денис Артемьев, который с последней войны вернулся, вот который сейчас идет война. Он несколько слов скажет. Ну что, много не будем говорить. Вы все уже знаете, видите, медали, ордена. Предоставляем слово председателю нашей организации Российского союза ветеранов Виталию Петровичу Осипову. Спасибо. Гонки, теплые религиозем, теплые преподаватели, шаг школа Эбербан, Сумазузакильдемер. Добрый день, дорогие ребята. Мы сегодня, дорогие учителя, педагоги, воспитатели, мы сегодня приехали к вам, можно сказать, в гости, чтобы в вашей деревне пал смертью храб во время войны Павел Василий Павлович. И благодаря тому, что мы провели торжественное мероприятие на кладбище, потом решили к вам приехать и рассказать, как он погиб, потому что все вы знаете, что у нас во время Великой Отечественной войны погибло очень много наших воинов. Мы их узнаем сейчас только по памятникам, по мемориалам, так что вот многие из них являются безымянными героями, пали смертью храбрых, без вести пропали. Вот сегодня мы дали там уважение памяти без вести пропавшего вашего земляка, села Большевикшихи Павла Василия Павловича. Поэтому я представляю Российский союз ветеранов, Чувашское региональное отделение. Вот здесь наши ветераны активные, заместители мои, и наш доблестный поисковый отряд «Пламенные сердца» Новочеркасского химик-механики. Мы всегда с ними вместе работали. Вот. Поэтому хочется сказать, да, действительно, наши солдаты освободили всю Европу. Меня отец воевал тоже самый вот. Поэтому и в настоящее время мы пожинаем такие плоды, что нас уже не уважают, что мы не победители, искажают историю войны. Поэтому мы должны смело кричать, сказать, что победители — это наши отцы, предки, деды, и мы будем это доказывать своим примером, своими достижениями.
своими успехами. Ваша задача учиться хорошо, стать хорошими настоящими людьми. Поэтому много говорить не буду. Я хочу, чтобы вы всегда помнили, помнить надо наших воинов, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины даже. И поэтому они все герои, я считаю. Потому что вечная слава им. Слово, наверное, очень благословление моему заместителю. Потом больше идет. Регон, Шкулдавин Гензен, Гензен. Добрый день, дорогие ученики. Нам очень приятно быть в вашей школе. Хотя, я считаю, вот именно пальцем ткнуть и попасть в вашу школу, это случайность такая получилась. А так мы про вашу школу, конечно, ничего практически не знали. Вот, вкратце расскажу. Вот нашли дядю Светланы Петровны. Они вот искали его своим отцом, своими родственниками 70 лет. Вот его отец, его младший брат Василий Павлович ушел из жизни, так и не нашел. Он мечтал быть вот сегодня здесь, он бы радовался бы, плакал бы, но этого не случилось. Спустя 79 лет вот мне попросила Светлана Петровна поискать его дядю. Мне это знакомо, потому что я как раз занимаюсь у себя, я ваш сосед, жил в Лебресинском районе, родился, деревня Андреевка. Но вот я пишу книгу как раз про участников войны, которые ушли с нашего Андреевского сельского совета. Вот, а то про них ничего не известно. 90% то, что написано в книге памяти, то, что есть в списках, пропал без вести, где и когда, неизвестно. Поэтому решил какую-то часть восполнить, потому что вот наши поисковики сидят. Наши, это поисковики, наши, говорю, потому что они наши, Союза, Российского союза ветеранов. Ежегодно они выезжают по полям вот, Ижевского района, Смоленской области, находят наших земляков с Чувашии, которые ушли, которые пропали без вести. Они уже за 97 года, по-моему, и 97 года, значит, они сами про это расскажут, они нашли десятки, тысячи наших земляков, пропавших без вести. Ну, они про это сами как раз расскажут. Я, значит, продолжаю свои мысли. Значит, я вот у себя деревенских тоже нашел, многих нашел. Хотя книга памяти, которая у нас том 4, это в Чувашской республике, значит, очень много ошибок. Много ошибок. И многих наших бойцов, которые ушли на фронт, в этом списке нет. Я вот их нахожу, включаю. Очень интересно искать, когда начнешь искать, очень-очень интересно находишь тех людей, которые вообще не знают. Вот они ушли на фронт, про него молчок, никто не пишет и так далее. Там есть такие моменты, когда некоторые солдаты вот, может, недобровольно попадают в плен. Вот таких участников вообще не включали в списки. Они даже не считаются участниками Великой Отечественной войны. Но после последнего постановления, значит, в 2003 году они являются участниками войны. Многие из них погибли, искупая вину своей кровью. Но все равно не являются участниками войны. Это очень обидно. Есть такие товарищи, которые добровольно отказались от присяги Красной Армии, добровольно начали служить вермахту. Есть и такие. Я судя по своему сельскому совету, находил таких архивах, немецких архивах. Там есть все написано. То, что меня Светлана Петровна попросила, я вот решил поискать. Потому что найти очень сложно. У меня опыт есть, поэтому мне легко. Но найти вот так вот, как получилось Василием Павловым, ну это просто удача, это как бы Божья помощь, будем говорить. Он 12 года рождения, ушел на войну первым призывом, 22 числа началась война. В тот же день был
была объявлена мобилизация. На следующий день, 23-го, уже начали призывать Красную Армию. Вот он на второй день после войны был мобилизован через канадский военный комиссариат. Он уже с опытом, призывали, первый призыв попадали те, которые отслужили, имеют опыт службы, опыт военных действий. Вот, они учебные, значит, запасные полки учебку не проходили, они их прямо направляли на фронт. Вот через канадский военно-переслужный полк его направили на Ленинградский фронт. Туда он попал, и перераспределили его 31-й стрелковый полк 48-й стрелковой дивизии, 8-я армия. И он оттуда начал свой боевой путь. А дивизия 48-я, уже потрепанная в первые дни войны, эта дивизия находилась в Эстонии, до войны охраняла границы Эстонии, охранял эстонский народ. Он отступал под натиском фашистов и оказался в Ленинградской области. Из дивизии практически осталось там 10% личного состава, вооружений, техник практически ничего не осталось. И вот начали формировать второй раз эту дивизию, как раз туда и попал Василий Павлов. Первые бои они начали на Чудском озере. Значит, тоже были большие потери. Значит, потом на защите Ленинграда они оказались с 1941 года по 1944 год, держали оборону, значит, чтобы не допускать немцев в Ленинград. Действительно, они выстояли, и в начале января 1944 года начали всеобщее наступление. Уже во главе второй ударной армии они начали отгонять немцев от Ленинграда и освободили Ленинград от блокады. Дальше уже перешли границу Советского Союза, вступили в эстонские земли. А там немцы хорошо подготовились, встречали очень сильным вооружением и укреплениями своими, встречали наши войска. Как раз после того, как перешли границу, на второй день, после того, 3 числа, 1 марта 1944 года перешли границу, а 3 марта 1944 года Василий Павлов пропал без вести. Что такое пропал без вести? Очень об этом много сказано уже. Значит, чтобы подтвердить его гибель, нужно не просто сделать его видео, он там упал, это не падал, он упал, значит, может быть, он ранен, может он сдаться в плен. Поэтому про него уже не писали, что он погиб там-то, обязательно, что он пропал без вести. Ждали 45 дней, после 45 дней, если его следов не находят, отправляют домой письмо, что он пропал без вести. Такое письмо получили, видимо, и родители Василия Павлова. Значит, бои шли, и наши прогоняли немцев дальше. Они не оставались на этом. После него остались только местное население. Вот местное население начали хоронить погибших. Там их было тысячами. Хоронили, находили, хоронили. Первый раз его захоронили так, как и неизвестного солдата. Так их было много. Потом, в 70-х годах, начали массовые перезахоронения из одних одиночных могил, из групповых братских могил в одну братскую могилу деревни Синемяя Кохлоянского района Эстонской ССР. При этом этим занимались не только местное население, этим занималось уже правительство Эстонии, правительство Советского Союза, и занимались поисковики. Вот благодаря поисковиков нашли они документы, подтверждающие, что он, Павлов Василий Павлович, уроженец деревни Большие Пикшихи Карнавского района. После этого он стал известным. Его захоронили под номером 9659, по-моему, уже. 815. Да, вот под таким номером его захоронили в братской могиле номер 2 в поселке Синемяя
Кохлоярского района Эстонии. И вот, когда я нашел, действительно все совпадает. Его отчество написано, что он уроженец деревни Большие Пикшихи Канарского района. Но такими именами, как Павел Василий Павлович, тоже в этой братской могиле он не один. Таких 3 или 4 штуки, 4 наших бойцов. Там есть с разных районов, но из Больших Пикшихи был, конечно, один. Вот, таким образом получилось найти. Светлана Петровна постаралась привезти оттуда с земли, с этой могилы. И вот нынче, сегодня, 5 сентября, впервые в нашей республике мы провели такую церемонию закладки капсулы нашего героя. Вот вкратце я сказал про его небольшой боевой подвиг. Спасибо. Сам представишься. Артемьеву Денису, участник Всем ОСЛО. добрый день, Павел Петровна. Ваше разрешение. Приятно то, что на такое мы мероприятие все собрались. Вашего дяди. То, что он сделал, он прошел через многое, чтобы вы понимали. То, чтобы когда борешься с нацизмом, когда борешься с бандеровцами, с такими людьми, ты иногда задумываешься, брать их и нашу страну. Мы настолько сильные духом, что мы настолько сплоченные люди, что брать, когда вот я участвовал в специальной военной операции в прошлом году, мы заехали в апреле месяце в освобождение города Мариуполь и Азовстали. Когда я сам лично, когда первый раз в жизни увидел врага, прямо перед собою, сердце просто настолько каменное становится, настолько сжимается, что у тебя вся жизнь просто перед глазами пролетает в считанные секунды. И ты понимаешь, что надо работать, надо продолжать свою работу, то, что продолжали наши деды. Наши деды воевали с нацизмом. Это настолько страшно. И я хочу, чтобы вы это понимали, я хочу, чтобы вы это не забывали. И что сейчас мои тоже боевые товарищи, и не только, что сейчас происходит на Украине, и не только даже на Западе, чтобы вы тоже это знали, для чего это все происходит и для чего это нужно было. Потому что если они зашли бы на нашу территорию, это было бы очень страшно, чтобы вы знали. Это было бы очень страшно. Они занимаются геноцидом. Геноцид — это очень страшное слово, и само действие очень страшное. Они просто вырезали всех. Неважно кто, ребенок, бабушка, дедушка, мать, неважно, они вырезают всех. У нас задача была спасти школу, были заложники. Мы, не доходя школы, 200 метров было, они эту школу сложили. Они видели, что мы идем, ихняя разведка увидела, что мы идем. Они сложили школу, а мы когда вечером уже к школе подошли, уже начали... Вы понимаете, что это очень страшно. Там больше 200 только детей было, и пожилых людей, и никого нельзя было спасти. А когда ты спасаешь людей, они настолько были благодарны нам. Когда мы зашли на Украину, они были очень сильно благодарны, потому что знали, для чего мы зашли. Они знали, для чего мы нужны. И даже когда я своих боевых товарищей тоже спасал, и не было такой в душе, чтобы там какой-то страх, нету такого. Слова страх там вообще нету. Мы все сплочены, и как-то силу духом, даже взять элементарно, у нас, помню, один сухпай был на троих, мы 3 сутки этим сухпаем питались. 3 суток мы продержались, и
Никто не ныл, что вот я есть хочу. Никто не ныл, что я пить хочу там или спать хочу. Никто не ныл там то, что вот, Денис, у меня там один магазин всего лишь, что мне делать? Никто не ныл. Нет такого слова даже нытье. Мы все друг друга поддерживали, все друг друга выручали и помогали. Мы сплочились. И я вот для чего все это говорю? Чтобы вы также сплочились, чтобы друг другу помогали, поддерживали, подсказывали. Так же и в учебе, так же и в дружбе, так же и везде надо помогать друг другу. Не надо забывать о том, что понимать то, что вот, конечно, мы надеемся, что нас это тоже не коснется, я имею в виду, что и здесь тоже, конечно, мирного неба нам всем, но чтобы все были готовы ко всему. Они прошли свой путь, они передали свой путь нам уже, а мы передаем свой путь потом вам. И чтобы вы не просрали нашу родину, а знали, для чего наши деды воевали, для чего мы сейчас воюем. Чтобы вы это знали. Для вашего же мирного неба, для вашей же свободы. Чтобы вы спокойно могли пойти в клуб, потанцевать, вы спокойно могли пойти прогуляться в парке. Чтобы вы знали, что все мирно. Что ваши дети спокойно рождаются, не рождаются, где идет артиллерийская атака, а чтобы ваши дети рождались в роддомах, чтобы все мирно было. Я всем желаю мирного неба, это самое главное, и чтобы не забывали своих предков, что они делали. Не забывали, что сейчас происходит. Это самое главное. И всем любви и уважения всем. Я, наверное, не несколько слов, а чуть больше. Мы сегодня собрались не просто так, а чествуем погибшего нашего земляка Василия Павловича. И на фоне этого, нельзя не вспомнить и об окончании Великой Отечественной войны, и об окончании Второй мировой войны. А раз окончание вспомнить надо и начало, здесь школьники, большинство девчат, но есть и ребята тоже. А вот сумбур в головах неприятно смотреть даже при передаче по телевизору. И надо такой, думаешь, что это неизвестно, все вроде бы знают. И давайте вспомним. И разделим отдельно. Говорят, мухи отдельно, котлеты отдельно должны быть. Когда началась и сколько продолжалась Вторая мировая война? Кто хорошо знает, поднимите руку. Понятно. Отечественную войну знают. Да. Почему я спрашиваю? Потому что взрослые сказать не могут. И вот рядом стоишь, стыдно бывает. Вторая мировая война, я вам скажу, вот, на всякий случай запомните, началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии и Словении на Польшу. Иногда половина говорят, половина промалчивают. И продлилась эта Вторая мировая война 6 лет и 1 день. То есть началась она 1 сентября 1939 года, а окончилась 2 сентября 1945 года. Итого получается 6 лет и 1 день. А теперь как же? А наша Великая Отечественная война, именно Великая Отечественная погиб Василий Павлович, началась 22 июня 1941 года. Почти через 2 года. Да? И закончилась... 8 Да. Если считать, подписывали в Карлсхорсте, в пригороде Берлина, в здании бывшего военно-инженерного училища фашистской Германии в ночь с 8 на 9 мая. И когда подписывали, в час ночи было, подписали. По московскому времени это уже 9 мая было. И теперь мы каждый год празднуем 9 мая. Вот это. А закончилось? Да, это мы сказали. А Вторая мировая война закончилась, мы сказали, 2 июня. Здесь мы знаем, что разгромом фашистской Германии и ее сателлитов.
некоторые сателлиты фашистской Германии в ходе войны объявили войну фашистской Германии своему союзнику бывшему и стали выступать вместе с Красной Армией против фашистов. Это Румыния. И король Румынии Михай I был награжден высшим орденом Советского Союза, орденом Победы. Таких иностранцев всего 5. Вот один из них – это король Румынии. За то, что он приказал, он молодой был, арестовать правительство за взаимодействие и службу фашистской Германии. И перешел на сторону Красной Армии. Вот за это ему и передали. Но нет времени еще рассказывать, а вот про окончание Второй мировой войны еще несколько слов мне хочется сказать. Кто знает, как и где подписывали акт о капитуляции? Да, императрическая Япония попала. Да. Правильно, конечно. Вторая мировая война окончилась капитуляцией Японии. Где подписывали акт о капитуляции? Ну правильно. На палубе американского... Миссури. Конечно. Миссури корабль. Миссури. И от Японии там присутствовало 11 человек делегации. Дело в том, что никто не хотел ехать на это позорное дело. Подписать акт о сдаче, о капитуляции Японии. И император Хирохита вынужден был назначить под приказом отправить. И кто же подписывал о капитуляции от Японии? Кто предоставлял? А там два важных правительственных лица присутствовало. Не император. Хирохита остался в своем императорском дворце. Он послал туда начальника генерального штаба и министра иностранных дел. А переводчиком служил атташе Японии. От Америки организатором подписания акта о капитуляции был назначен генерал МакАртур. Но он акт о капитуляции не подписывал, а подписывал адмирал Нимец. И вот он, чтобы унизить японцев еще раз, заставив их стоять на палубе корабля линкора «Миссури». В течение 3 минут они стояли как провинившиеся школьники и ждали появления строгого учителя в лице МакАртура. И что характерно еще, ведь японцы любят раздувать свое участие. Вот только журналистов и прессы было на подписании там 170 человек. Давайте сделаем шаг назад, да, победим. А когда подписывали акт о капитуляции Германии, сколько было этих товарищей от прессы, журналистов? Мало. Ровно в 10 раз меньше. 17 человек. И здесь, что это еще особенность? А сколько стран подписало акт о капитуляции Японии? Не считая Японию, она само собой. От Советского Союза там тоже были люди, да? Генерал-лейтенант Деревянко Кузьма. Он был официальным представителем Советского Союза, он и ставил подпись. А кто же еще, кроме США, подписывал? Я не буду спрашивать, потому что никто не знает. Я уже в этом убедился, не первый раз. А подписали 9 государств. Это так-то капитуляции. И давайте вспомним, кто конкретно. Америка, США, само собой, да? Тогда уже был Трумэн. Еще? Великобритания. Кто? Великобритания. 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 Вот теперь я думаю, что ты нужно говорить по-военному. Великобритания абсолютно нет. Еще? Франция. Еще? Канада. Причем подписала. Еще. Советский Союз на 5-м, да? Еще. Китай. 6. Австралия.
Они при чем? А? Они при чем? Австралия воевала в Юго-Восточной Азии. Скажите. Еще что осталось Новая Зеландия и Филиппины. Алжира не было. Вот. Но, видите, Филиппины, мы говорим, подписали акты капитуляции, но Советский Союз, прежде чем вступить в войну, это не сразу родилось и не сразу пошли. А мысль о том, что надо Японию разбить, Великобритания и Америка, США, тогда был президент Рузвельт, в Тегеране, на Тегеранской конференции в 1943 году в ноябре, они этот вопрос подняли о разгроме империалистической Японии. Но Сталин, как представитель Советского Союза и верховный главнокомандующий, на это не пошел. Сказал: нет, рано, мы это обсудим потом. И этот вопрос не стали рассматривать, а рассмотрели главный вопрос о открытии Второго фронта. А вот потом опять к этому вопросу вернулись. В 1944 году на Ялтинской конференции. И решили, что надо будет вот через 2-3 месяца надо будет разъяснить. Ладно, сказал Сталин, еще подумал. И потом третий раз вернулись. У нас был договор о нейтралитете. Советский Союз, верный своим обещаниям, 8 августа 1945 года денонсировал договор о нейтралитете. И объявил, что с 9 августа Советский Союз находится в состоянии войны с Японией. То есть это второе государство, кому Советский Союз объявил войну. И в час ночи 9 августа наши войска перешли в наступление, начав свою маньчжурскую наступательную операцию. За время пребывания в Маньчжурии японцы с 1931 года и по 1945 год построили 17 укрепленных районов. И вот наши войска, уже имея опыт, без артиллерийской подготовки, ночью пошли в наступление. И вы знаете, в течение 20 дней мы их разгромили. Хотя сбросили американцы 2 ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Вот. И потом посчитали себя хозяевами мира, подписали акт о капитуляции, а после акта о капитуляции они оккупировали Японию в течение 7 лет, до 1952 года. А что Советский Союз? Такой взнос, внесший, разгромив миллионную Квантунскую армию. Советскому Союзу было отказано, и мы не участвовали В разделе да, в разделе Японии и ее оккупации. И выступал Деревянко, ему было отказано, и мы такие прошли. А теперь у японцев такое понятие, что и бомбы-то сбросили не американцы, а Советский Союз. Типа. А теперь остался последний вопрос. И где же теперь этот корабль Миссури? Линейный корабль. Он, как наш Аврора, сделавший один холостой выстрел в 1917 году, на Неве стоит в качестве музея. Этот Миссури тоже находится в Гонолулу. И такой же музей, как у нас, в Майами. А Майами теперь это штат американский. Вот. И теперь там тоже такой музей, как в нашей Авроре. И завершая, хочу сказать, слава нашим героям. Те, которые отстояли нашу Родину в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне, не ударили в грязь лицом. И вот как мы сегодня поминаем, наше Верховное командование в лице маршала Советского Союза Василевского и его окружения посетили могилу советских моряков, русских моряков и русских солдат, погибших в 1904-1905 годах, когда Россия проиграла войну Японии. Они посетили и возложили венки, как мы сегодня поминали нашего Василия
Павловича. Поэтому спасибо вам за внимание. Извините, что занял. Да, что ты... Я хочу сегодня осмыслить, что сегодня произошло. Попробую коротко вместе с вами подумать. Вот посмотрите, сейчас у нас некоторые участвуют даже в вашем районе в специальной военной операции. Они приходят в отпуск. Все радуются, правда? Все ждут, родня радуется, все хорошо. Отлично. Теперь, недавно я был в Белгороде, увидел солдат без рук, без ног, раненых. Но они живы. Они живы, они приедут, да, с ранами. Да, они приедут. Матерей увидят, жен увидят, детей увидят. Теперь возьмем другое. Мать, жена, сын, дочь, вся родня каждое утро и вечером смотрят в окно. Пришла бумага, без вести пропавший. Утром ждет, месяц ждет, год ждет, 10 лет ждут, 20 лет. Смотрите, 80 лет ждали. Стараниями Светланы Петровны, хорошая племянница, стараниями поисковой группы нашли. И вот родня уже не смотрит в окно, не ждет. Вот родня сегодня лежит в своей земле. Он вернулся. Вот что сегодня произошло. Наконец-то он в своей земле. Наконец-то с вами и души. Вот роднёй встретил. Вот что я пытаюсь это понимать. Мы сегодня громадное дело. Мы видели сегодня, глаза, слеза на голове, видели это, что произошло. Вот я заканчиваю. Я коротко сказал, заканчиваю. Вот главное сегодня, что состоялось. Главное, вот, побольше бы таких племянников, племянниц, побольше бы сестер, братьев. Тогда бы у нас не было бы пропал без вести. Спасибо. Дорогие друзья, всем добрый день. Представлюсь ветеран военной службы, подполковник Алексей Владимирович. И поскольку я сейчас занимаюсь именно военно-практическим воспитанием молодежи, работаю в центре «Авангард», поэтому с кем-то, возможно, мы уже встречались, с кем-то встретимся позднее, на определенных этапах вашей будущей деятельности. Но что хочется отметить, для меня, конечно, это тоже сегодня большая честь присутствовать на этом торжественном мероприятии, потому что случай уникальный, вы должны это тоже понимать, поскольку когда через 80 лет, почти через 80 лет, мы узнаем о реальной судьбе нашего героя, это, конечно, дорого стоит, и прежде всего Светланы Петровны. И хочется, не буду много говорить, наша страна, как вы знаете, всегда славилась своими героями. Наш народ всегда был, есть и остается образцом мужества, героизма. И наша с вами задача, прежде всего ваша, конечно, чтить память о наших героях. И хочу вам пожелать формировать свой характер, прежде всего, на примере вот именно наших предков, наших героев, которые отстояли нашу землю. Поэтому всего вам хорошего и достижения всех намеченных целей. Позвольте мне сразу сказать, вот мысль появилась. Вот школа, тут представитель школы есть, учителя есть. Не хотел бы вам предложить, что ли, вот если нашелся у нас такой герой через 80 лет, это впервые в нашей республике. Он учился в вашей школе, может быть, возьмете шефство, и он будет главным героем вашей школы. Просто такое предложение. Между прочим, неплохое предложение. Да.
Я хочу еще раз напомнить, Светлана Петровна, большое вам спасибо. Почему? Потому что мой дед тоже пропал без вести, и мы не могли найти их следы. А вы столько лет упорно боретесь. Столько лет. Почему? Потому что я хочу теперь всем детям сказать еще одну новость. Кстати, отец Светланы Петровны у нас в школе учился, работал учителем труда. Может, благодаря ему я тоже стала учителем технологии, он меня тоже учил. У нас на стенде памяти, помним, гордимся, его портрет. Вчера только мы посмотрели 7 классом, провели там торжественную линейку. Павлов Петр Павлович. И вот посмотрите, она не остановилась на своем отце. Она ищет всех своих родственников. Мой отец тоже, я преклоняюсь перед ним, 87 лет, ему тоже хочет найти следы своего отца, погибшего в Сталинграде. Но он посадил по одному дереву в честь каждого погибшего в нашей деревне. 164 ели растет у нас в деревне. Каждое утро он на палочке спускается и поливает. Это его дань. Да, правильно вы сказали. Сегодня самое, наверное, знаменательное событие в нашей деревне за последние 80 лет. Солдат вернулся с войны. Спасибо вам большое. И вот с кого надо нам брать пример? Не надо искать в Москве где-то, не надо искать в каких-то других городах. У нас свои герои. И мы обязательно примем ваше замечание. Пусть у него, Василия Павловича, нет орденов, как у его брата. Петр Павлович, он трижды ордена носит, по-моему, да? И у нас, к сожалению, на нашей фотографии в школе он очень скромно... Очень хочется фотографии, вот мы распечатали фотографии его с боевыми орденами. И пусть у него нету орденов, Василия Павловича, но рядом с братом будет его фотография обязательно. Да, вот Петр Павлович, да, это он меня учил. Такой скромный учитель был, да. И рядом с братом будет его, Василий тоже Павлович, его фотография, у нас есть там место. Как будто дало мне. Вам слово. А сейчас Людмила Ивановна скажет, потом уж. Можно прямо отсюда? Нет, не выходите. Выходите. У нас не каждый день приходят нам такие гости. Нет, Сергей, нет. Вообще, во-первых, всем добрый день. Сегодня так получилось, что, как говорится, случайности не случайны. Сегодня весь мир отмечает Международный день благоденствия. Ясно. Благодействие. И мы с вами сегодня участники очередного благого действия. Перед нами всеми стоит задача, важная задача, которую постоянно озвучивает наш президент Владимир Владимирович. Это сохранение исторической правды и памяти. Помнить – это наша задача. Но помнить – это не все. Помнить значит делать. Светлана Петровна показала это на своем примере. Что значит делать? Это просто каждый из вас может внести капельку своего дела в большое дело. Ведь патриотическое пространство, оно огромно, и каждый находит в ней свою нишу. И мы сейчас на маленьком примере, заняв у вас немного времени, расскажем, а как можно помнить, чтобы делать. На примере поискового отряда Новочебоксарского химико-механического техникума «Пламенные сердца». Я слово предоставлю командиру поискового объединения «Свободный поиск» Саше Ефремову. Постараюсь коротко. Всем здравствуйте, меня зовут Ефремов Александр, да, как меня уже представили, я командир военно-патриотического поискового объединения «Свободный поиск». Чем мы вообще занимаемся? Мы работаем над составлением списков погибших воинов времен Великой Отечественной войны на Смоленской земле. В 2017 году наша поисковая бригада поехала в Смоленскую область и увековечила память. Сколько? 300? 317 фамилий было. 391.
Да, поправочку. 391 фамилия была увековечена на Смоленской земле. В Сычевском районе. В Сычевском районе, да. Из Чувашии? Да, солдаты Да. из Чувашии. В 22 году те же поисковики поехали уже в другие районы Смоленской области, Темкинский район, Угринский и Вяземский район Смоленской области. И там тоже установили плиты нашим чувашским землякам погибших. На Вяземской земле 166 фамилий. На Темкинской земле 306 фамилий. В Чувашии в Угринском районе 94 фамилии. Представляете, где только не воевали чуваши. Сколько их было. Кроме этого, мы занимаемся увековечением памяти первого героя Советского Союза из Чувашии Вячеслава Петровича Винокурова. У нас на территории Новочебоксарского химико-механического техникума к 2025 году будет запланировано завершение аллеи памяти первого героя Советского Союза из Чувашии. Также хотелось бы продемонстрировать разукрашку, которая посвящена первому герою Советского Союза из Чувашии. Вот такая разукрашка. Мы вместе с национальным художником, Не национальный. заслуженным художником Чувашской Республики Ильиным Александром Вячеславовичем выпустили эту разукрашку. Кроме этого, в рамках Сурского и Казанского оборонительных рубежей была выпущена первая общеобразовательная настольная игра с дополненной реальностью «Сурский и Казанский оборонительных рубежей». И к ней же была выпущена разукрашка. А где математика? Мы ответили на ваш вопрос. У нас в техникуме. Я вам привезу. Я привезу. Спасибо. Вообще молодцы очень. Вы не еще Спросите, пожалуйста. Вот небольшой кусочек рассказа, чем можно заниматься в стенах учебного заведения. Кроме этого, вы поймите правильно, говорят поисковики, это те, которые ездят в полевые экспедиции на раскопки окопов, где проходили военные действия для того, чтобы найти солдат, которых не захоронили, а которых засыпало во время боя, чтобы поднять останки и передать их уже по всем канонам земле. Поисковики – это не то, поиск вообще, поисковая работа – это не только работа в полях. Вот мы в поля не ездим, мы на раскопки не ездим, но мы занимаемся в архивах по первоисточникам и через интернет-ресурсы. Мы находим вот эти списки наших солдат, погибших в определенных районах. Потом уже находим родственников через военкоматы. Списки мы сверяем с нашими военкоматами и с военкоматами тех областей, где они нашли последнее место упокоения. И когда эти списки выверены уже есть, тогда мы, как говорится, разыскиваем партнеров, которые нам помогли бы финансово установить, изготовить и установить плиты с фамилиями наших солдат на тех местах, где они лежат. Вот такой, а потом уже мы едем на торжественное открытие этих плит. Вот такой вот небольшой кусочек нашего рассказа по тому. И кроме этого, кроме того, что мы по спискам работаем, мы также проводим военно-патриотические различные мероприятия. То есть занимаемся патриотическим воспитанием подрастающего поколения и делимся опытом. Почему? Да потому что ни один солдат, как уже сказали старшие наши товарищи, не должен остаться неизвестным. Неизвестным солдат.
защищая отчизну свою. Ты не встретил рассвет, не увидел закат, погибая в смертельном бою. Ты не встретил рассвет, не увидел закат, погибая в смертельном бою. Неизвестный солдат, безымянный герой, по тебе от печали рыдает. Ты лежишь на земле, на своей или чужой, только где мать родная не знает. Ты лежишь на земле, на своей или чужой, только где мать родная не знает. По дорогам войны шел солдат, отдаваясь последнему бою, но сраженный упал, уронив автомат, заслонив мать Россию собою. Но сраженный упал, уронив автомат, заслонив мать Россию собою. На родимой земле твой покоится прах, и горит, как победное знамя, над гранитной звездой, на бескрайних ветрах, вечной памяти яркое пламя. Над гранитной звездой, на бескрайних ветрах, вечной памяти яркое пламя. Сколько их полегло неизвестных солдат, а сегодня в той памятной дате по Руси зазвенит колокольный набат, вспоминая о каждом солдате. По Руси зазвенит колокольный набат, вспоминая о каждом солдате. Наше поисковое объединение, куда вошел не только наш техникум, Новочебоксарский химико-механический, но еще 6 школ города, взяли под свою опеку Российский союз ветеранов. Это наши наставники. И всю работу, которую мы проделываем вместе с ними. И одним из направлений в нашей совместной работе это посещение тех мест былых боев, где лежат наши солдаты. И, конечно, неизвестные солдаты. И на каждой братской могиле, которую мы посещаем, начиная с 2017 года, значит, в этом году у нас немножко не получилось, значит, у нас есть своя, ну как, любимая, что ли, песня, которую мы поем, приезжая на братские могилы. Я думаю, наши тоже помогут спеть. Ребята, на сцену.
чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец и ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. Зарей и пеплу наших улиц, опять, товарищ мой. Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчане, вставай, вставай, однополчане, вставай, вставай, однополчане. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как стану я передовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны жальные дети, и генерал передовой. Опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой. Опять весна на белом